ой, что случилось? Что случилось, моя хорошая? Бабушка, я заснуть не могу. Ой, ай, бачки мои. Расскажи мне сказку, бабушка. Ну, давай, слушай. Сказка называется «Медное, серебряное и золотое царство». Давай, Слушай. давай. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него была жена Настасья, золотая коса, и 3 сына: Петр царевич, Василий царевич и Иван царевич. Пошла раз царица со своими мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг налетел вихрь, подхватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился, да не знает, как ему быть. Вот подросли царевичи, он им говорит: «Дети мои любезные, кто из вас поедет свою мать искать?» Собрались 2 старших сына и поехали. И год их нет, и другой их нет. Вот и 3-й год начинается. Стал Иван царевич батюшку просить: «Отпусти меня матушку поискать, про старших братьев разузнать». «Нет, — говорит царь. один ты у меня остался, не покидай меня, старика». А Иван царевич отвечает: «Все равно, позволишь — уйду, и не позволишь — уйду». что тут делать? Отпустил его царь. Оседлал Иван-царевич своего коня и в путь отправился. Ехал, доехал до Стеклянной горы. Стоит гора высокая, верхушкой в небо уперлась. Под горой 2 шатра: Петра царевича да Василия царевича. Здравствуй, Иванушка! Ты куда путь держишь? Матушку искать, вас догонять. Эх, Иванушка, матушкин след мы давно нашли. Да на том следу ноги не стоят. Попробуй-ка на эту гору взобраться. Мы 3 года внизу стоим. Наверх взойти не можем. Что ж, братцы, попробую. Полез Иван-царевич на Стеклянную гору. Шаг наверх ползком, 10 вниз кубарем. Он и день лезет, и другой лезет. Все руки себе изрезал, ноги искровянил. На 3-й сутки долез доверху. Стал сверху братьям кричать: Эй! Я пойду матушку отыскивать, а вы здесь оставайтесь. Меня дожидайтесь 3 года и 3 месяца. А не буду в срок, так и ждать нечего. И ворон моих костей не принесет. Отдохнул немного Иван-царевич и пошел по горе. Шел, видит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, огнем дышат. А подле колодец, а у колодца медный ковш на медной цепочке висит. Рвутся змеи к воде, да цепь коротка. Взял Иван-царевич ковшик, зачерпнул студеной воды, напоил змей. Присмирели змеи, улеглись. Он и прошел в медный дворец. Вышла к нему медного царства царевна. Кто ты таков, добрый молодец? Я Иван-царевич. Своей охотой или неволей зашел сюда? Ищу свою мать, Настасью царицу. Вихрь ее сюда утащил.
Не знаешь ли, где она? Я-то не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра. Может, она тебе скажет. И дала ему медный шарик. Покати шарик, он тебе путь-дорогу до средней сестры укажет. А как победишь вихря, смотри, не забудь меня, бедную. Хорошо. Бросил медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним вслед пошел. Пришел в Серебряное царство. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы. Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван-царевич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и пропустили его. Выбежала Серебряного царства царевна. Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духу слыхом не слыхала, видом не видала, а теперь русский дух сам ко мне пришел. Кто ты такой, добрый молодец? Я Иван-царевич. Как же ты сюда попал? Своей охотой или неволей? Своей охотой ищу родную матушку. Пошла она в зеленый сад гулять, поднялся могучий вихрь, умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее? Нет, не знаю. А живет здесь недалеко старшая сестра моя, Золотого царства царица, Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет? Вот тебе серебряный шарик. Покати его перед собой, ступай за ним следом. Да смотри, как убьешь вихря, не забудь меня, бедную. Покатил Иван-царевич серебряный шарик, сам вслед пошел. Долго ли, коротко ли, видит, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы, огнем пышут. Возле колодец, у колодца золотой ковш на золотых цепях прикован. Иван-царевич зачерпнул воды, напоил змей. Они улеглись, присмирели. Зашел Иван-царевич во дворец, встречает его Елена Прекрасная, царевна красоты неописанной. Кто ты таков, добрый молодец? Я Иван-царевич, ищу свою матушку, Настасью царицу. Не знаешь ли, где найти ее? Как не знать? Она живет недалеко отсюда. Вот тебе золотой шарик. Покати его по дороге, он доведет тебя куда надобно. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря, не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет. Хорошо, красота ненаглядная, не забуду. Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел и пришел к такому дворцу, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так и горит скатным жемчугом и камнями драгоценными. У ворот шипят шестиглавые змеи, огнем палят, жаром дышат. Напоил их царевич, присмирели змеи, пропустили его во дворец. Прошел царевич большими покоями. В самом дальнем нашел свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царском наряде разукрашенном, драгоценной короной увенчана. Глянула она на гостя и вскрикнула: Иванушка! Сынок мой, как ты сюда попал? За тобой пришел, моя матушка. Ну, сынок, трудно тебе будет. Великая сила у вихря. Ну да помогу я тебе. Силы тебе прибавлю. Свела она его в погреб. Там стоят 2 катки с водой.
Одна по правой руке, другая по левой. Испей-ка, Иванушка, водицы, что по правую руку стоит. Иван-царевич испил. Ну что, прибавилось в тебе силы? Прибавилась, матушка. Я бы теперь весь дворец одной рукой повернул. А ну, испей еще! Царевич еще испил. Сколько, сынок, теперь в тебе силы? Теперь захочу, весь свет поворочу. Вот, сынок, и хватит. Ну-ка, переставь эти катки с места на место. Ту, что стоит направо, отнеси на левую сторону, а ту, что налево, отнеси на правую сторону. Иван-царевич взял катки, переставил с места на место. В одной катке сильная вода, а в другой бессильная. Вихрь в бою сильную воду пьет, оттого с ним никак и не сладишь. Воротились они во дворец. Скоро вихрь прилетит. Ты схвати его за палицу, да смотри, не выпускай. Вихрь в небо взовьется, и ты с ним. Станет он тебя над морями, над горами высокими, над глубокими пропастями носить. А ты держись крепко, рук не разжимай. Умается вихрь, захочет испить сильной воды, бросится к катке, что по правой руке поставлено. А ты пей из катки, что по левой руке. Только сказать успела, вдруг на дворе потемнело, все вокруг затряслось. Влетел вихрь в горницу. Иван-царевич к нему бросился, схватился за палицу. Ты кто таков? Откуда взялся? Вот я тебя съем. Ну, бабка надвое сказала. Либо съешь, либо нет. Рванулся вихрь в окно, да в поднебесье. Уж он носил Иван-царевича и над горами, и над морями, и над глубокими пропастями. Не выпускает царевич из рук палицы. Весь свет вихрь облетал, умаялся, из сил выбился, спустился и прямо в погреб. Подбежал к катке, что по правой руке стояла, и давай воду пить. А Иван-царевич налево кинулся, тоже к катке припал. Пьет вихрь, с каждым глотком сил теряет. Пьет Иван-царевич, с каждой каплей силушка в нем пребывает. Сделался могучим богатырем. Выхватил острый меч и разом отсек вихрю голову. Закричали позади голоса. Руби еще! Руби еще! Руби! А то оживет! Нет, богатырская рука 2 раза не бьет. С одного раза все кончает. Побежал Иван-царевич к Настасье царице. Пойдем, матушка, пора. Под горой нас братья дожидаются. Да по дороге надо 3 царевен взять. Вот они в путь-дорогу отправились. Зашли за Еленой Прекрасной. Она золотым яичком покатила, все золотое царство в яичко спрятала. Спасибо тебе, Иван-царевич. Ты меня от злого вихря спас. Вот тебе яичко, а захочешь, будь моим суженым. Взял Иван-царевич золотое яичко, а царевну в алые уста поцеловал. Потом зашли за царевной Серебряного царства, а там и за царевной Медного. Захватили с собой полотна тканого и пришли к тому месту, где надо с горы спускаться. Иван-царевич спустил на полотне Настасью царевну, потом Елену Прекрасную и 2 сестер ее. Братья стоят внизу, дожидаются. Увидели мать, обрадовались. Увидели Елену Прекрасную, обмерли. Увидели 2 сестер, позавидовали. Ну, Говорит Василий царевич. молод зелен наш Иванушка.
вперед старших братьев становиться. Заберем мать и царевин, к батюшке повезем. А Иванушка пусть на горе один погуляет. Что ж, Отвечает Петр Царевич. дело ты говоришь. Елену Прекрасную я за себя возьму. Царевну Серебряного царства ты возьмешь. А царевну Медного за генерала отдадим. Во. Тут как раз собрался Иван-Царевич сам с горы спускаться. Только стал полотно к пню привязывать, а старшие братья снизу взялись за полотно, рванули из рук у него и вырвали. Как теперь Иван-Царевич вниз спустится? Остался Иван-Царевич на горе один. Заплакал и пошел назад. Ходил, нигде нет ни души. Скука смертная. Стал Иван-Царевич с тоски горя вихревой палицей играть. Только перекинул палицу с руки на руку, вдруг, откуда ни возьмись, выскочили хромой да кривой. Что надобно, Иван-Царевич? 3 раза прикажешь, 3 наказа твоих выполним. Говорит Иван-Царевич. Есть хочу, хромой да кривой. Откуда ни возьмись, стол накрыт, на столе кушанье самые лучшие. Поел Иван-Царевич, опять с руки на руку перекинул палицу. Отдохнуть хочу. Не успел выговорить. Стоит кровать дубовая, на ней перин пуховая, одеяльце шелковое. Выспался Иван-Царевич, в 3-й раз перекинул палицу. Выскочили хромой да кривой. Что, Иван-Царевич, надобно? Хочу быть в своем царстве-государстве. Только сказал, в ту же минуту очутился Иван-Царевич в своем царстве-государстве. Прямо посреди базара стал. Ага. Стоит, озирается, видит, по базару идет ему навстречу башмачник. Идет, песни поет, ногами Влад притоптывает. Такой весельчак. Царевич и спрашивает. Куда, мужичок, идешь? Да, несу башмаки продавать. Я ведь башмачник. Возьми меня к себе, в подмастерье. А ты умеешь башмаки шить? Да я все, что угодно умею. Не то что башмачки, и платье сошью. Пришли они домой. Башмачник и говорит. Вот тебе товар самый лучший. Шей башмаки, посмотрю, как ты умеешь. Ну, что это за товар? Дрянь, да и только. Ночью, как все заснули, взял Иван-Царевич золотое яичко, покатил по дороге. Стал пред ним золотой дворец. Зашел Иван-Царевич в горницу, вынул из сундука башмаки золотом шитые, покатил яичком по дороге, спрятал в яичко золотой дворец, поставил башмаки на стол, спать лег. Утром светом увидал хозяин башмаки, ахнул. Этакие башмаки только во дворце носить. А в эту пору во дворце 3 свадьбы готовились. Берет Петр Царевич за себя Елену Прекрасную, Василий Царевич Серебряного царства царевну, а Медного царства царевну за генерала отдают. Принес башмачник башмаки во дворец. Как увидала башмаки Елена Прекрасная, сразу все поняла. Знать, Иван-Царевич, мой суженый, жив-здоров по царству ходит. Говорит Елена Прекрасная царю. Пусть сделает мне этот башмачник к завтраму, без мерки, платье подвенечное, да чтобы золотом было шито, каменьями самоцветными приукрашено, жемчугами усеяно. Иначе не пойду замуж за Петра Царевича. Позвал царь башмачника. Так и так. Говорит. Чтобы завтра царевне Елене Прекрасной золотое платье подвенечное было доставлено, а не то на виселицу. Идет башмачник домой не весел, седую голову повесил. Вот, Говорит Ивану-Царевичу. что ты со мною наделал? Ничего. Ложись спать. Утро вечера мудренее.
Ночью достал Иван-царевич из Золотого царства подвенечное платье, на стол к башмачнику положил. Утром проснулся башмачник. Лежит платье на столе, как жар горит, всю комнату освещает. Схватил его башмачник, побежал во дворец, отдал Елене Прекрасной. Елена Прекрасная наградила его и приказывает: Смотри, чтобы завтра к рассвету на 7-й версте на море стояло царство золотое с золотым дворцом, чтобы росли там деревья чудные и птицы, певчие разными голосами, меня бы воспевали. А не сделаешь, велю тебя лютой смертью казнить. Пошел башмачник домой еле жив. Идет не весел, седую голову повесил. Вот, Говорит Иван-царевичу: что твои башмаки наделали. Не быть мне теперь живому. Ничего, ложись спать. Утро вечера мудренее. Как все заснули, пошел Иван-царевич на 7-ю версту на берег моря, покатил золотым яичком, стало пред ним золотое царство. В середине золотой дворец, от золотого дворца мост на 7 верст тянется. Вокруг деревья чудные растут, певчие птицы разными голосами поют. Стал Иван-царевич на мосту, в перильца гвоздики вколачивает. Увидала дворец Елена Прекрасная, побежала к царю. Посмотри, царь, что у нас делается. Посмотрел царь и ахнул. А Елена Прекрасная и говорит: Вели, батюшка, запрягать карету золоченую. Поеду в золотой дворец с царевичем Петром венчаться. Запрягли карету золотую. Вот поехали они по мосту. На мосту золотом столбики точеные, колечки золоченые, а на каждом столбике голубь с голубушкой сидят, друг дружке кланяются, да и говорят: Помнишь ли, голубушка, кто тебя спас? Помню, голубок. Спас Иван-царевич. А около перил Иван-царевич стоит, золотые гвоздики приколачивает. Закричала Елена Прекрасная громким голосом: Люди добрые, задержите скорее коней быстрых. Не тот меня спас, кто рядом со мной сидит, а тот меня спас, кто у перильцев стоит. Взяла Иван-царевича за руку, посадила с собой рядом, в золотой дворец повезла. Тут они и свадьбу сыграли. Вернулись к царю, всю правду ему рассказали. Рассердился царь на старших сыновей, да Иван-царевич на радостях упросил их простить. Выдали за Петра царевича царевну Серебряного царства, за Василия царевича Медного. Был тут пир на весь мир, вот и сказки конец. Ой, спит. И вам спокойной ночи, дорогие ребятки. Сладких вам снов.